Парламентарии Коми обсудят поправки в 55-й региональный закон, касающийся детей войны. Эта категория граждан получает законодательное закрепление и право на компенсацию по расходам за жилищно-коммунальные услуги. Какие еще вопросы рассмотрят депутаты на сессии, знает Анна Зубарева. Законодательное закрепление и компенсацию за ЖКХ совсем скоро смогут получить жители республики, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945. Чтобы получить удостоверение ребенка войны, нужно обратиться в органы социальной защиты. Граждане, которые не получали никакой материальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг, впервые после принятия закона и введения его в действие могут получать компенсацию по расходам на жилищно-коммунальные услуги. И сейчас этого ждут около 700 человек. Министерство финансов Коми готово нести эти расходы. А вот Комитет по природным ресурсам с 3 обращениями выступает уже на федеральный уровень. Собаки, волки и лесные отношения. Все вопросы имеют широкий общественный резонанс. И, как признаются парламентарии, пришлось долго подыскивать формулировки, удовлетворяющие запросы всех сторон. По поводу собак суть обращения сводится к прошению о финансовой поддержке на создание приютов. Мы просим упростить порядок создания временных приютов, чтобы это не шла речь о 5-звездочных отелях, чтобы это были нормальные условия, в которых можно содержать животных, но повышенные требования к ним сегодня, на мой взгляд, излишни. Все идет к отмене принципа «поймал, стерилизовал, выпустил». Животное без хозяина жить не должно. Что касается хищников, из казны республики в прошлом году ушло больше 5 миллионов на компенсацию за добытых волков. Депутаты выступают с идеей переложить эту нагрузку на плечи федералов. Несмотря на 400 отловленных особей, хищники продолжают выходить к людям. На ближайшем заседании предстоит принять целый ряд законопроектов, постановлений и обращений, направленных на самое важное – улучшение качества жизни населения. Одна из тем – переселение с Крайнего Севера. На сегодняшний день крайне низкие темпы переселения. Если в 2018 году финансирование федерального хватило на переселение 380 семей, то в 2021 финансирование только на 190 семей. Вопрос очень больной и, конечно, требует поддержки федерального правительства и, конечно, поддержки федерального бюджета. Обращение об увеличении финансирования на социальную выплату для переселения граждан с севера направят в Государственную Думу, Совет Федерации и правительство Российской Федерации. На очереди в Коми стоит 26 тысяч семей. Эти цифры так и кричат. Ускорять обороты крайне необходимо. Анна Зубарева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.